Хочу поздравить всех нас, на самом-то деле, с большой победой. Пока это победа дипломатическая, но это все-таки большой шаг вперед. Женевские соглашения, которые были подписаны, это тот, на самом деле, козырь, который сейчас четко отстаивает наши с вами права. И немаловажный вклад в то, что эти соглашения сейчас будут в той или иной степени выполняться, украинской стороной в том числе, лежит и на нашем с вами городе. Да, у нас как бы в разных регионах разная ситуация, поэтому форматы нашей борьбы действительно немного разные. Восток, юг и, скажем так, промежуточные области, везде какая-то своя специфика. Поэтому я считаю, что, например, Одесский регион в той географической и политической ситуации мы сейчас должны по максимуму все-таки оставаться в каком-то конструктивном правовом русле. Вот. Продолжать делать то, что мы с вами делаем, добиваться каких-то, пусть маленьких, но шагов вперед. И то, что вчера, например, озвучил Лавров в своей пресс-конференции, это как раз то, по сути говоря, это план действий, который нам всего лишь, на самом деле, нужно правильно ему следовать, и мы будем максимально приближаться к нашим целям. Сейчас, как вы знаете, начинается такой общенациональный диалог, то есть отработка некоторых моментов грядущей конституции, конституционной реформы, которая в большей степени будет учитывать как раз наши с вами права. Наше право говорить на своем языке, наше право на своих героев, и это то, чтобы ни одна мразь не посмела, так сказать, свои грязные лапы к ним тянуть и так далее. То есть это те моменты, которые будут четко прописаны в этой будущей конституции. И пусть только попробуют не учесть наши интересы. Пусть только попробуют сказать, что мы люди там третьего сорта, а есть еще какие-то там титульные, самые высшего качества украинцы. Вот. И теперь уже есть реальный противовес, чтобы этого не произошло. Теперь, если какие-нибудь слишком титульные граждане скажут, что только их мнение первично, все остальное ничто, уже есть готовые, так сказать, массы, люди, которые структурированы, которые способны коллективно отстаивать свои права. И в рамках площадей, в рамках территориальных громад, которые мы с вами сейчас формируем. То есть у нас теперь есть чем ответить, а это самое главное. То есть мы не беззащитны. На нашей стороне огромное дипломатическое влияние наших добрых друзей из, так сказать, северных соседей. Вы видели, какой сейчас ажиотаж на днях? Вот эти вот бигборды, которые появились, 10 тысяч долларов за москаля. Видели, да? То есть я думаю, что вот эти вот агония, вот этих товарищей, почему они сейчас так беснуются? Почему у них вот эта вот пена у них льется? Потому что они понимают, что с каждым днем их позиции тают. И то, что здесь в толпе есть люди, которые кричат, что, мол, мы за тут 2 месяца наших вот этих действий ничего не добились, эти люди очень ошибаются. Да, наши победы, может быть, и не столь очевидны, как хотелось бы. Да, пока какие-то флаги не развиваются над какими-то зданиями, но на самом-то деле главное то, что все равно нас в большей степени слышат, и с каждым днем наша позиция все более и более доминирует. Поэтому, когда говорится о радикализме, друзья, я лично от лица детской дружины и от многих, я надеюсь, в общем-то говоря, здравомыслящих граждан призываю к радикализму. Но к какому радикализму? Я считаю, что здесь нужно максимально радикально сейчас доносить свою точку зрения мирно до своих родственников, друзей, соседей. Радикально и, так сказать, правильно воспитывать своих детей, чтобы они, приходя в школу, тоже были носителями наших идей. И какой-то противовес составляли для тех бандеровских вот этих вот детишек, которые воспитаны в другом духе. То есть мы должны заразить их своей уверенностью в своей правоте. И вот тут нам нужен радикализм. Это то, что сейчас реально принесет пользу. Потому что если мы сейчас возьмем палку, например, куда-то побежим, тут, как сказать, будем делать какие-то действия, которые сейчас в нашем городе не будут восприняты, то это будет нам огромный минус. Я прошу это всех понять. Потому что для каждого действия есть свое время. Вот. Наше время – это конструктив, это пока то мирное продвижение вперед и вытеснение нашего противника за пределы правового поля. Это то, что мы с вами делаем, и то, что реально уже приносит результат. Поэтому не надо отчаиваться, не нужно деморализовываться. На самом деле мы сейчас все равно идем к победе.